«Горечь полыни» книгу с таким названием представил на днях Арслан Вагапов, балетмейстер, заслуженный деятель искусств республики, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Презентация книги, которая прошла на днях в Театре юного зрителя, совпала и с большим юбилеем педагога 85-летия. Из них почти 50 он посвятил воспитанию и обучению детей республики танцам. В последнее время, после жестоких перемен в жизни моей семьи, больше созерцаю молча. Мирские радости, напоминая о себе, проходят мимо нас. Об обществе, семье, профессиональном пути, счастье и горечи. Кажется, словно вся жизнь великого балетмейстера нашла свое отражение в тысячах строк и сотни страниц книги. «Полынь» – горькая, но при этом полезная. Именно ею лечился отец Арслана Вагапова, когда вернулся раненым с фронта. Это и легло в название мемуаров. В моей жизни было очень много интересного, и вместе с тем все время была горечь. Много потерь. Наверное, потерь больше, чем находок. Вот поэтому так. Горечь, потому что моя страна переживала очень много несчастий. И вместе с ними вот моя семья была. Я был, но в море там, в этой полыни. Через призму своей жизни Арслан Степанович раскрыл историю России, судьбы ее граждан, испытания, которые выпали на ее долю. Первые строки «Горечи полыни» прочитала народный поэт Чувашии Раиса Сарби. Она и написала к книге предисловие, где поделилась своими эмоциями. Он обратился ко мне, конечно, очень стеснительно, говорит, я не знаю, кому показать, написал, наверное, вообще ничего не стоит мое творчество. Но я сразу поняла, что талантливый человек, он талантлив во всем. Вместе с супругой, педагогом-хореографом Ниной Вагаповой, Арслан Степанович воспитал немало настоящих профессионалов народных танцев. Именно он вывел множество чувашских парней и девчат на сцену и прославил Чувашию не только в России, но и в других государствах. Наблюдая сегодня из зрительного зала за новым поколением будущих звездочек, педагоги вспоминают своих воспитанников. Они, к слову, тоже пришли поздравить балетмейстера с юбилеем. Он старался из нас выковать профессионалов, и действительно очень многие ребята в последующем пошли по стопам наших руководителей, попали в крупные ансамбли разных регионов. Кто-то уехал за рубеж. И очень рады, что вот книга вышла, действительно изобилует разными интересными фактами, нюансами. И я думаю, что будет профессионалам в этой области будет очень-очень интересно. Как рассказывает Арслан Степанович, на написание книги ушло долгих 5 лет, а полноценно он занялся ею 2 года назад. И для меня, наверное, это самые яркие страницы – быть с бабушкой. К сожалению, я тогда не понимал всех вещей. Но вот с годами понял, что бабушки нет, и я не знаю о ней ничего, почти ничего не знаю. Я видел всегда перед собой внучку, которой нужно было бы узнать все о своем дедушке. Но она пока сейчас молодая девочка. Она войдет в возраст, осознает все эти вещи с годами. На деле сборник воспоминаний поможет узнать не только внучке о дедушке, но и многим-многим поколениям после. Не только семье Вагаповых, но и всем ценителям мемуарной литературы. Анна Центовская, Юлия Дюкова, Николай Скворцов. Республика.